по-прежнему на волне Авторадио. Здесь продолжает звучать ваша любимая музыка. Кроме этого, есть новости и оперативная информация для тех, кто сейчас в дороге. Не пропустите и удачи в делах. Ты это есть будешь? Ребята, он реально собирается это есть. Ну и хрен с ним. Его абсолютно не жалко. Ну просто мы ждали его 4 часа. Теперь час проведем здесь, а потом повезем его в больницу. И проведем выходные в больнице. Мы какой город проезжали? Липки. Вот, в больнице города Липки. А мне иногда с похмелья прям хочется какую-нибудь, знаешь, гадость съесть. Вот этот чебурек или сосиску в тесте. Да. А еще вот этот беляш. Такой жирный, промасленный весь. Вот прям хочется. Не знаю, почему так. Может, потому что ты мудак? Да? Я как-то не подумал. Хорошая версия. Многое объясняет. Ребят, он прям жрет это. Вкусно. Прям вкусно. Так, это мой шашлык. Идите и купите себе. Камиль, извини, твое здоровье. Угу. Ни в чем себе не отказывайте. А почему сразу не сказал, что так вкусно, а? Потому что тебе, когда меньше $30 за блюдо, невкусно. Ну что ты из меня делаешь урода гламурного, а? Слав, Саша, конечно, теперь уже не самый наш близкий друг. Но ты помнишь тот ресторан на Ордынке, который ты мне посоветовал? И что, плохой ресторан? Прекрасно. Только в него зайти страшно. Кажется, что сейчас к тебе подойдет швейцар и разоблачит тебя. Скажет: а ты, мальчик, что здесь делаешь, а? Дяденька, а мне 40 лет. Я паспорт могу показать. А ну бегом к маме. Давай, давай. Ладно, зашли внутрь. Угу. Обстановка, я вам скажу, как в Лувре. А ты там был? Нет, но мне кажется, что там именно так. Только здесь почему-то еще и едят. Официант одет лучше меня, дамы с дорогими собачками. В общем, страшновато. Прошу. Читаю. Дифлопей спала бы с семечками кациуса, $64. И ведь неловко спросить. Простите, а что такое дифлопе? Потому что кажется, что все обернутся и начнут смеяться. И официант еще так покровительственно. Очень рекомендую дифлопе. Он у нас лучший в Москве. Значит, во всех ресторанах это уже давно есть, и только я один, как дурак, про это ничего не знаю. Ну, и я, естественно, заказал. И мне приносят вот так... Извините. Спасибо. Слушай, вот такую тарелку, на которой лежит вот такое дифлопе. С 5-6 семечками, а я даже уже не помню чего. Кациуса, господи. А края тарелки покрыты чем-то разноцветным. Чем-то. Соус фиеста. Жужа, да это ведь оно? А тарелка такая огромная, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть, что дифлопе на земле очень мало. И что оно очень дорогое. И что вот этого мало достаточно, чтобы оно стоило $64. Копейки. Так, господа, кто его сюда пустил? Начал есть. А оно безвкусное. Лучшее в Москве, но никакое. А гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить $8, а крутон может. И дальше ты уже за эти деньги начинаешь искать хоть какой-то вкус, принципиально отличающий этот крутон от гренки. И находишь. Главное, вот здесь такой шашлык за 100 рублей. А я сижу там, как дурак, и ем дифлопе с крутоном. Лучше в Москве.